Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Алла Муртазова и в начале главные темы выпуска. Темп строительства. Возводимые жилые комплексы, мечети и объекты социальной инфраструктуры сделают район самодостаточным и удобным для жизни. Рамзан Кадыров проверил ход возведения объектов в новом районе имени Владимира Путина. От камня к железу. На этом стенде каждый может испытать себя в роли древнего охотника, метнуть копье с кремниевым наконечником. В Грозном открылась выставка старинных изделий. Какие артефакты были представлены, расскажет наш корреспондент. Добро от малышей. Наши ребята просто бесконечно рады, что имеют такую возможность оказать помощь. Они у нас большие молодцы. В Центре образования прошла благотворительная акция. Кому оказали поддержку, смотрите в нашем эфире. – 2026 год будет объявлен годом единства народов России. Это предложение было озвучено на заседании Президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям, прошедшем в Кремле под председательством Владимира Путина. Совет создан для совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений. На нем рассматриваются цели и задачи государственной национальной политики, определение форм и этапов ее реализации. Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что самый яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства сегодня показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию. В состав президиума входят известные деятели России в разных областях деятельности, среди которых заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Чеченскую республику на Совете представляет президент Академии наук региона Джамбулат Умаров. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я как горец, чеченец по национальности, не могу не поддержать своего брата-казака, потому что на известных поворотах истории казаки и горцы вместе показывали примеры того, каким должны быть настоящие патриоты своей страны, до конца будучи преданы своим государям. И скажу, Владимир Ильич, что та инициатива, которую вы поддержали, объявив следующий 2026 год годом народного единства, я воспринимаю как некий боевой стяг, как великое знамя, под которым будут консолидироваться и собираться вокруг президента и русского народа все остальные 200 народов в России. И это схоже с тем, ради чего вообще принимался этот День народного единства, когда 400 лет тому назад под Нижним Новгородом собиралось ополчение из разных национальностей, которые возглавили в свое время и князь Пожарский, и Кузьма Минин, и редко произносит это имя нашего земляка, сына Кавказа, Дмитрия Черкасского, который пришел туда же со своими горцами. Я хочу заверить вас, товарищ Верховный Главнокомандующий, что чеченцы, уверенно идущие по созидательному пути незабвенного Ахмата Хаджи и Рамзана Кадыровых, которые при вашей поддержке одержали убедительную победу над международным терроризмом и разрухой, а также другие горские народы Кавказа, я в этом абсолютно уверен, сегодня готовы храбро сражаться, каждый горец, каждая горянка готовы храбро сражаться за интересы, за суверенитет и свободу нашего государства. Пользуясь случаем, также хочу отметить, что главнокомандующий, или, я не знаю, там главарь киевской преступной хунты Зеленский любит часто, так сказать, позировать у разных барельефов, в том числе у барельефа имама Шамиля, этим самым пытаясь спровоцировать мусульман Поволжья, горских народов Кавказа, нашу молодежь, для того, чтобы они, поддавшись этим провокациям, выступили с антироссийскими, так сказать, выпадами и так далее. Но, поверьте, наша молодежь и мы
восприняли это не больше, чем очередную наскучившую репризу из его старой профессии. Поэтому и Зеленскому вместе с его нацистами, и разным натовским ястребам с их приспешниками, сатанистами и террористами разных направлений и окрасов мы совершенно определенно сегодня можем сказать, что воинственные джигиты России громили и будут беспощадно громить ее врагов, точно так же, как когда-то в начале XIX века это делал чеченец по происхождению русский генерал Александр Николаевич Чеченский, громя врагов под Прейсиж-Эйлау, при Бородино, под Парижем, как это в свое время делал герой Мукдена, чеченский генерал Эскирхан Алиев, друг Антона Ивановича Деникина, о котором Деникин писал в своей знаменитой книжке «Путь русского офицера», когда он громил самураев под Мукденом. С таким же неистовством мы будем сражаться за нашу Родину, за нашу Россию, как это делали наши благородные предки в составе дикой дивизии, Чеченский полк, Ингушский полк, Осетинский, другие полки. Целыми полками государь награждал их, так сказать, георгиевскими наградами. Мы это все прекрасно помним. Мы также неистово будем сражаться, как наш дедушка. Он был бы сегодня дедушка, если бы не погиб в возрасте 19 лет герой Советского Союза Хампаша Нуродилов, который буквально вколачивал фашистов, обнаглевших под Сталинградом, вколачивал в студенную землю горящего Сталинграда. Сегодня он покоится под Мамаевым курганом. Мы будем это делать так же храбро и достойно, как делали это во главе с Ахматом Хаджи, разрушив все террористические устои и отправив их на обочину истории. Мы будем это делать точно так же, как делает сегодня генерал Кадыров во главе различных подразделений Ахмата, которые сегодня буквально вырывают зубами пять за пятью священные земли Новороссии. Мы это делали, мы никогда не подводили вас, никогда не подведем вас в будущем. Это сегодня. Но если, не дай Бог, наступит неотвратимое завтра, то, поверьте, Владимир Владимирович, мы, как единая горная лава, встанем на защиту завоеваний и рубежей нашей великой многонациональной державы. И, заканчивая свое выступление, я хочу привести лишь слова вашего преданного пехотинца и моего непосредственного командира и дорогого брата Рамзана Кадырова, который говорит по-чеченски, я переведу эту фразу на русский язык. Лучше 10 смертей в битве за Родину, чем одна сытая жизнь вдали от нее. Здоровья вам, Владимир Владимирович, мы вас не подведем. Спасибо. Спасибо большое за ваше такое эмоциональное выступление. Я не сомневаюсь ни в одном слове, которое сейчас прозвучало. Благодарю вас. Активно продолжаются строительные работы на второй линии нового столичного микрорайона, в рамках которого возводятся жилые комплексы и социальные объекты. На площадке побывал Рамзан Кадыров, ему доложили о достигнутых результатах. Детали инспекции в сюжете Турпала Алитайсумова. В ходе очередной инспекции по столице руководитель субъекта интересуется текущими результатами. С ними политика ознакомил мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Городоначальник отметил, что все работы идут строго по графику, в том числе ремонт по улице Шейха Али Митаева. Чанд бюрбала вахожата бершен лозаше молодежная площадка шик футбольный около стадион шесть болбар масуда ресула болшор самодал бар надя бердия Митаева бывший первомайский обновить бар полная шестиполосная салон дин бол да болен дом цега общий 4 километра вылет я подва полный обновить бошку. Данному фреза хокш бол беш бошсига. Единственное и цабарко диснак обновить бас. Диснак шадеги вот инструкции шабек бол. Интернет захвату идем. Все, это же. Дела шаг срок хари тоже бол побаше цад. Кирда шот кузавош сиграйоне хавош масума шадек хлет на жайк условий то бол бичандыр доктор проблемы шунда шеф деладат фондируен программе гацавош фондируде что цадек программице что так диасия масуа вохелч каймаш соухол
Уже на месте строительства нового района имени Владимира Путина мэр рассказал о преимуществах и плюсах в местах возведения объектов непосредственно на второй линии района. И 10 и выше этажей что 12 до 15 до халдуэтен делек до 30 этажей до срок юшар далмова оттина срок чоктур что там был ваш силе материал ца проблемы что надо самый современный вышел технику цегата вышел человек майолшу как ютушел материалума арматурума цадогна латтан миqшу загат из تعميق خائل جنا هو ستروي كنترول وي ويتنا اذا منيت تونتال عشان كارينك شيء حياه تتر يكونوا تعلن وين تنا خنو او تصلت وين مقدرات تلا تن خليه زادو ماتيريال يبو ستروي كنترول كل شانس تاع دبليو اتش هر دي اودك ماجدك دوتشيغا دوف كان تسيدوكس خدام восемь блоков шлюз цигар хабош улица Пиродом Продукс это Танаур это гостиницу 32 этажа это Хаузнагер это Нюхан Слокас около гостиницы это Нюхан خدام что в общем шабеге белш графит сидабуч монце так كي قدم على это تتعب so это что دينا بيسم بول بيربوف دالمولا دنيا جو цантаге гад цедалош дегдалой даш гейт нацундер тон дан ца проблема шумда ца смайлер when теч регион шкатан программе кош ачена ха when фондер ачадо те любой умде шокана васалда ар юк роле ца хала чи даш программе ца ахдалол ца шишт фондер ачадел дабинбо تيا كتلاني هوقا إز هولك إنز هوكش حدو إنز هوكش حدوش مستخردو هوك هو ماشي إنش نايلو هوقا دوم كولتور سن إشتاقي هر ماجدك دوشي دوم دول متيجو إشتاقي شتو جاش ليش هو هنصار هوك هوكش باش بولوار باش ليش بولوار هوكش حابة كان مستوى هلا بلوك ماجدك دوش حالبولو بوش هوك هو نيسر وماشين لاتشو هوكش ماشين ستاسلي هون لو شريبو أحسن يهم خيرات إذا بوتي برودات وين إنسان كاروتكين كلو نا ديا سبوشيت بالك نشوف شيء ما يزن دوج نيرشون شيء سواي شتو ماشين شتالي الله ناخنا ما تغلط شيء هو ما يز. На одном из участков роют новый котлован. Там расположатся дома на 20 и 30 этажей соответственно, отметил градоначальник. Рабочие в скором времени приступят к монтажу фасада уже построенных монолитов. Геология параллельно даешь котлован и так я кишел котлован я кал халов дом дечена تدوحر لات إزوجيتو يا قبي بتا إزوجيتو لات يو كتلوان يقبلو كتلوان يقشوا شين قابي بتا دابيل سراز جيولوجي دايولتنا تأخي كتلوان دايولتنا يدين سننز إتليني عدولي دماش في بريتل ستوخيل تجاه هند هردولين دول قدم يش يوخشر داخ جمنا جروس كلر تيرخ أصلا أكسنتو بولوارينا شين ماجدينا تركونا اتسيك كده ده خوشتش ده خدوش هرجم تعرتيخ ريسكو انك ده تنزي كيرنا داش تايتا جوتشي تلا روك اتدماشن شوف بس شو تين يرتان زوجة تايت بوت بين بات بيسنك 30 этаж дома шолеш так دي عنش проект يقع ايش заложен دركوش хоршем 20 دي لو انت وقع لك مهير местность تجاه чула и техметр высота لك وقع даже انت هرداش اتول разница есть сосоите цалана это межевичси посад кажчена хензоеш лячул метик до сюта ворол метик премьер высота разницу бах хок чо хаеш примерно киет рукцно ишта
уж да, чем царит и юэл. Сум барген царит, уж примитер просто аде дока. Это лок разницу. Харин царка тован окшол меткат, ходом док цараш. 20 этаж на фердуш. У карте магра хадо окшол док. Второй линия фердуш. Уже зеленый зон хирол меткат, цигарлат туман анисеш и бол беш буш. Я ешел материал, ума заказать еш, царцборт беш, инцаплат еш. Дичь да зелень за границей это годно, так хармрамерный гранитовый бордюр, брусчатка, шиша, царцборт беш хаецы, так вот каче духар учат, царгар почти массу уличка, айцебно $1. Ушай ге ушерой их наш гранитовый цундель. Урша исче, эцбарк да болта беш бу. Хугавор беш, шедахе блок шат, уштаюч и бол беш бу. Так, это что чкирнаха, до пятницы ханиловицан, каждый дом инзи второй линии дом дацер, тут ахирил фасада и хуматериалу, толбу композитом замегалаца. Так, му вайсан ламина мюля кенагю датухи, кюзга дахоти материал дату, инспиру лина выбрать мойр. Even masih varianta выбрать ирка, и сан цега выбрать еще шесть татуа локосак. И татуа хавой выбрать маинна, сразу и материал церк, и фасад хавит суч бол да бол готово. Иктяд юнше под систем ушел айоли ла церк дахе. Хоша 25 этажей дорож, халветна гацан 20 окон 25 окон 23 исан ши этаж меняц. Юшер кич хол хошаш. Арди домдары убадо хара. Элзаложетеш. Наболин иркбол. Хар банкерч, но он вид чо хаз шхицлойс халаге яштуй. Да это путинский префектура. Такое здание еще да как он букцам. Троэтажное здание. $1 тоже так. Домашний додолен. Караул. Развязка на минуфтодору. Ала церковь. Материал у нас заказать. И на он церковь. Те дохша тоже шайкича любого хокайк. Хокайк yok развязки. Хокердюн халел крыло. Я зеленый. Hermetik зеленый зон хул. Жимлокуах школа садик. Her min finns diabolsmål. Kelloan ins där nere så ju diabolsmål och så. Dayak i shurezveski keljude. Det går diabol belshvacha, shage sechch, et diabol dabuchmon pogod. Jimad doca doshtina, цада eranca doch. Так я ешига. Водопровод ушхуч масуавор. Преображение и расширение города без сомнения идет очень быстро и в ногу со временем. В строительстве используются энергоэффективные технологии и экологичные материалы. Возводимые жилые комплексы, мечети и объекты социальной инфраструктуры сделают район самодостаточным и удобным для жизни. В следующем году планируется завершить асфальтирование, озеленение и благоустройство улиц. Тур Лолита Исумов, Джабраил Хаджиев и Сайтымин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Юные воспитанники Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провели благотворительную акцию. Она была направлена на помощь многодетным семьям. Чем обрадовали дети, расскажет Мадина Кураева. Дети тщательно подготовились к доброму делу. Заранее купили сладости, аккуратно собрали праздничные корзины и оформили их с любовью. С большим энтузиазмом в этом процессе участвовал внук первого президента Чеченской Республики Абдуллах Кадыров. Вот такая красота у нас получилась. Ребята, Затем ребята погрузили подарки в машины и отправились в гости к многодетной семье, чтобы лично передать помощь. Это ученики 4 класса, которые недавно победили на школьной ярмарке. Все вырученные средства они решили направить малоимущей семье. Наши ребята просто бесконечно рады, что имеют такую возможность оказать помощь. Они у нас большие молодцы. Ребята знали, что ярмарка прошла под эгидой добра. Они знали, что деньги пойдут на благотворительность. И проявили небывалую активность.
победители. Вот сегодня первые у нас выехали наши победители. С большой радостью школьники вручают сладкие подарки. Дополнительную финансовую помощь оказал благотворительный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Дети неделю уже собирались с радостью, с охотой, ждали этот момент, когда они могут своим сверстникам оказать посильную помощь. Семья Миталаевых большая, 5 детей. Самому младшему и нет еще и года. Живут в съемном доме, и подобная поддержка для них имеет огромное значение. Волонтерство стало доброй традицией для Центра образования. Очередное мероприятие – еще одно доказательство этому. Такие благотворительные акции ученики Центра образования намерены проводить регулярно. Они отмечают, что подобные инициативы приносят пользу окружающим и объединяют школьников вокруг добрых дел. Мадина Кураева, Саидамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В Театре юного зрителя показали для детей участников специальной военной операции спектакль «Маленький принц». Это трогательная история о дружбе, мечтах и о том, что действительно важно. Чем зацепила знаменитая сказка ребят, расскажет мой коллега. Поход детей, участников специальной военной операции на спектакль «Маленький принц» стал возможным благодаря акции, проведенной региональным отделом партии «Единая Россия» и фондом «Защитники Отечества». Около 60 ребят пришли, чтобы посмотреть постановку по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Мы в рамках нашего партийного проекта «Культура малой Родины», в рамках народной программы партии «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» подготовили такое мероприятие при активном содействии нашего театра юного зрителя. Хочу выразить благодарность директору Макаеву Ахмедхану, которые отозвались и организовали для наших ребятишек прекрасный показ нового спектакля «Маленький принц». И партия «Единая Россия» по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», Героя России, председателя правительства Чеченской Республики, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Дауда Магомеда Хожахмедович подготовили небольшие подарки для наших детей. И сегодня мы с удовольствием примем участие вот в этом спектакле, показе. Уверен, что детишкам понравится. И, безусловно, и впредь мы будем продолжать эту работу, эту деятельность. Показ состоялся в Театре юного зрителя. Пьеса рассказывает о встрече пилота, потерпевшего крушение в пустыне, и маленького мальчика, прибывшего с другой планеты. Этот спектакль для всей семьи, где каждый найдет интересный и поучительный момент. Нарисуй мне барашка. Ну, что ты здесь делаешь? Это работа, которую должны увидеть все. В особенности наши дети, участников специальной военной операции. И поэтому сегодняшний показ у нас проходит в рамках и благотворительной акции. Это важно. Если говорить о самом этом спектакле, то это некий такой связывающий мостик между родителями, детьми, потому что все мы были детьми и хорошо очень знаем это произведение. Эта история позволяет зрителям вновь открыть для себя простые истины, видеть сердцем и ценить внутренний мир каждого человека. Сквозь истории о встречах и путешествиях с необычными персонажами «Маленький принц» делится размышлениями о любви, дружбе, одиночестве и ответственности за тех, кого приручил. После окончания актеры получили множество оваций. От партии «Единая Россия» ребята получили сладкие подарки, что особенно радостно для юных зрителей. Очень круто было все показали реалистично. Спасибо за подарки, там очень интересно было. Тут было красиво, самые талантливые актеры, и спасибо за подарки. Показы спектаклей радуют детей и их родителей. Это возможность отвлечься от повседневных хлопот и зарядиться настроением. Торп Аларит Айсумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. По всей стране с 1 по 8 ноября 2025 года проходит 10-я всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие организовано в рамках Международного фестиваля народа России и СНГ и приводится в соответствии с указанием президента России. Цель акции – оценка уровня этнографической грамотности граждан, их знания о народах, проживающих на территории Российской Федерации, а также для поддержания межнационального мира и согласия в многонациональной стране.
Большой этнографический диктант мы уже проводим в этом году 10-й год подряд, получается. Он каждый год в преддверии праздника Дня народного единства. И наш институт чеченского языка, Министерство образования и науки Чеченской Республики при информационной поддержке Министерства Чеченской Республики каждый год проводит данную акцию. Принимает в ней участие все желающие, в том числе обучающиеся общеобразовательных организаций Чеченской Республики, студенты СУЗов и вузов нашего региона. В Грозном открылась выставка под названием «Когда камень был железом», где все желающие могли увидеть, как жили люди в каменном веке, какими орудиями они пользовались и даже попробовать сделать что-то своими руками. С места событий Лимда Джамалдинова. В этот же период появляются первые целиком оббитые формы, которые имеют уже не случайную форму, в зависимости от первичной формы, а законченные формы. Уникальные находки, оригинальные артефакты и точные реплики стали доступны грозненцам. Экспозиция переносит посетителей на сотни тысяч лет назад, во времена, когда человек только учился выживать, а каждое новое орудие становилось шагом вперед в развитии цивилизации. Организаторами выступили музей-заповедник Дивногорья из Воронежской области совместно с Музеем Чеченской Республики. Основная цель реализации данного проекта – познакомить широкий круг посетителей с истоками нашей истории, культуры, быта, рассказать и, конечно же, показать, как зарождалась жизнь тех предметов, тех бытовых вещей, на которые мы сейчас уже не обращаем внимания многие-многие тысячелетия назад, как они под давлением человеческой мысли, силы и желания помогали познавать мир и менять мир вокруг нас. Экспозиция разделена на 3 эпохи – ранний, средний и поздний палеолит. В первом зале гости знакомятся с ощельскими рубилами, тем самыми, которыми древние люди обрабатывали дерево и кости. Далее с мустерской культурой, когда человек уже освоил технику обработки камня с 2 сторон. Завершает маршрут блок поздний палеолит с более тонкими, почти ювелирными изделиями, гравецкими и стрелецкими наконечниками. Самая яркая часть – интерактив. На этом стенде каждый может испытать себя в роли древнего охотника, метнуть копье с кремниевым наконечником и почувствовать, сколько силы и ловкости требовалось нашим предкам, чтобы добыть пищу. Также здесь можно самому порубить дерево топором или выстрелить стрелой. Такое участие вызывает восторг у школьников. История становится не страницей из учебника, а живым опытом. Для всех присутствующих эксперт области сохранности объектов культурного наследия провел экскурсию по выставке. В данной выставке можно посмотреть весь спектр от древнего мира до позднего палеолита, как менялась вся техника. Это самое такое, наверное, важное, что мы пытались принести в этой выставке. То, что с человеком развивались его каменные орудия, и по каменным орудиям можно увидеть всю эволюцию его дальнейшую. Блоков много коллекций привезено, очень много оригинальных артефактов, которые были найдены на территории заповедника. Камни должны всегда быть живыми. Чтобы их понять, нужно, чтобы их можно было взять в руки, потрогать и понять, как они использовались. Вот об этом вся наша выставка. На открытии выступили почетные гости, подчеркнув, что этот проект – культурный мост между регионами. Совместная работа укрепляет связи, развивает музейное дело и пробуждает интерес к археологии. Мы ездим по России и показываем людям, как красиво в нашем Дивногорье. Реакция ответная есть, люди приезжают, возвращаются. И всегда, кто, побывав в нашем музее, всегда говорят, что нам хочется еще раз вернуться. Ну и хочется выразить большие слова благодарности руководству музея, сотрудникам за такой теплый прием. Спасибо большое. Гостям вручили благодарственные письма. Среди награжденных сотрудники Дивногорья и Музея Чеченской Республики. Выставка «Когда камень был железом» будет работать до 5 декабря. Здесь каждый сможет пройти путь древнего человека. От простого камня до первых инструментов разума. Ведь именно тогда, когда камень был железом, началась история нас самих. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотри». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.